В Иране продолжают праздновать победу над сионистским образованием, прям буквально празднуют, и они у себя на официальных ресурсах публикуют статистику своей победы. Значит, статистика это выглядит следующим образом. Что касается, они взломали некий веб-сайт службы ХАС, я не знаю, что это такое, вот, что это за служба такая, но вот они ее взломали и раскрыли следующую информацию о погибших в Израиле. Я напомню, у нас 29 погибших, и из этих 29 одна женщина умерла от сердечного приступа в убежище во время атаки, и погиб 18-летний мальчик, солдат срочной службы. Вот он единственная потеря, что называется, военная. Он был увольнительный, он был даже не на своей базе, не имел никакого отношения к ВВС там, и так далее. Ну, к ведению боевых действий против Ирана, во всяком случае. Так вот, что же иранские хакеры получили на веб-сайте службы ХАС? Не знаю, что это такое еще раз. 6 высокопоставленных генералов, 32 офицера Моссада. В Моссаде, правда, нет офицеров, но 32 из них убиты. 78 офицеров Шинбет, это Шабак, наша вот служба контрразведки, да, служба внутренней безопасности. 27 офицеров военно-морских сил. Кинокамера импортная тоже 3. 198 офицеров военно-воздушных сил. 462 солдата, 423 офицера запаса, слэш невоенных. Я не знаю, что это значит, но, видимо, это какие-то гражданские. Очень грамотно цифры составлены. Я вам говорил, вот это важнейшее правило пропаганды: никогда не оперируй круглыми числами. Вот если было 30 офицеров Моссад, 70 офицеров Шинбет, это типа не натурально смотрится. А 32 и 78 всегда смотрится натурально. Цифры должны быть не круглые. И, ну, то есть потери натуральная Цусима. То есть таких потерь израильская армия не несла, не знаю, за всю свою историю, мне кажется, буквально. Это за 12 дней-то войны. Представляете, какое побоище. Ущерб, дальше вообще бриллиант. Ущерб от уничтожения израильских ракет-перехватчиков достиг 11 миллиардов долларов. То есть это иранские ракеты путем ударения себя об ракету-перехватчик уничтожали ракеты-перехватчики и уничтожали их на 11 миллиардов долларов. Ну, кстати, вот эта цифра, между прочим, вполне может и соответствовать действительности, если сюда же включить стоимость американских ракет ТААД, например. Да, американцы потратили там что-то порядка то ли 60, то ли 70 перехватчиков ТААДов. Каждый из них стоит там от 3, по-моему, до 5 миллионов долларов. Плюс ракеты ХЭЦ, ХЭЦ-2, ХЭЦ-3, там проща Давида. Я вполне допускаю, что стоимость перехватов, включая запуски с американских эсминцев и так далее, вполне может достичь 11 миллиардов долларов. Только, ну, с той лишь разницей, что это не ущерб, это предотвращенный ущерб. Все эти ракеты не долетели до Израиля. Но не будем заострять. Ну, значит, по описанию вот этих медиа, улицы и дороги все еще, значит, завалены обломками в Израиле. Ездим который день, никаких обломков нет. И 2 миллиона человек сбежали из Израиля. То есть у нас 10 миллионов народу, 2 миллиона, то есть это получается сколько? 20% населения из Израиля сбежали. И это иммиграция без возврата. То есть 2 миллиона человек. То есть 150 тысяч человек ломились, как бы им вернуться в Израиль. В этот момент 2 миллиона человек из Израиля убежали. При этом сами же иранцы писали о том, что у нас был закрыт выезд из страны. То есть у нас закрыли выезд из страны и никого из страны не выпускали. И каким образом 2 миллиона человек сумели там просочиться, проползти, проплыть, непонятно совершенно. Ну, короче говоря, они не парятся там на предмет достоверности всей этой истории. Им нужно показать, что они нанесли сионистам колоссальный совершенно ущерб. И если бы не вмешательство Америки, они бы нас точно уничтожили. Потому что своим людям надо как-то объяснить, как же так получилось, что мы 25 лет готовились к войне, мы выращивали прокси по всему периметру, мы строили ракеты, мы там какое-то ПВО вкладывались, мы строили ядерные объекты, мы тут все жили в жопе в полной абсолютно, в нищете и в говне, а потом прилетели сионисты и за 12 дней все это снесли. Как так получается? Поэтому нужно рассказать о том, что на самом деле это мы победили сионистов. Насчет победили, сейчас ЦРУ опубликовала свою информацию, это называется у них достоверные разведданные. В частности, Джон Рэдклифф, это глава ЦРУ, их сообщил, что ключевые объекты в Фардо, Натанзе и Исфахане, цитата, полностью уничтожены. По его оценке, их восстановление может занять многие годы, а не месяцы, как
сообщала, например, CNN, и в Тегеране вообще обсуждают возможность, в принципе, отказаться от таких попыток, что, среди прочего, Рэдклифф сказал, что свобода действий американских и израильских ВВС, ну, тут я бы сказал израильских ВВС, американские-то там, прямо скажем, один раз-то всего пролетели мимоходом, но тут спору нет, спасибо им за это огромное, тут вообще никаких вопросов. Так вот, свобода действий американских и израильских ВВС в иранском воздушном пространстве стала серьезным психологическим ударом для иранской стороны. Еще бы нет, когда самолеты летали как хотели, когда в небе над Ираном видели заправщики. Заправщики. Это абсолютно такая вот уязвимая цель для поражения любой зенитной ракеты. А они летали там как у себя дома, как пассажирские самолеты. Вот буквально так. Так что, в общем, американцы, вот очередной источник, это все-таки глава ЦРУ, а не абы кто, который говорит о том, что ядерные объекты полностью уничтожены. Вот такой итог у этой 12-дневной войны.